Спортивные события российского масштаба в Мирном – большая редкость. Хоккейных турниров такого уровня не было несколько десятилетий. К счастью для болельщиков, в алмазной столице на этой неделе стартовал Кубок Третьяка. Телеканал «Алмазный край» показывает по одному матчу в день. Как будут проходить остальные игры, мы расскажем вам в рамках дневника соревнований. 16 мая на ледовой арене Дворца спорта «Кимберлит» состоялось открытие хоккейного турнира за Кубок Владислава Третьяка. Команды уже начали борьбу за награду. Некоторые показали себя сразу. В первый день на лед вышли 6 команд. В рамках соглашения между акционерной компанией «Алроса» и Федерацией хоккея России вот этот турнир организовывает Федерация хоккея России полностью. Это по приезду команд, по судей и питание, проживание также на территории города Мирного берет на себя Федерация хоккея России. Вся остальная организационная работа, которая сегодня проводится, это вот во Дворце спорта «Кимберлит», и от встречи, как говорится, до проводов и культурная программа, это все ложится на организационный комитет, спорткомитет Мирнинского района и культурно-спортивный комплекс акционерной компании. Впервые за 20 лет в алмазной столице проводятся соревнования такой величины. В этом году Мирный стал третьим городом в России, который получил право проводить турнир имени Владислава Третьяка. В первой половине дня на льду встретились снежные барсы из города Сочи и Кристалл из города Электросталь. Игра была напряженная, команды не уступали друг другу. Во втором тайме южанам удалось вырваться вперед и завершить игру со счетом 6-3 в пользу снежных барсов. Во втором матче сыграли воспитанники спортивной школы «Марина» из города Москвы с полярными волками из Якутска. Игроки показали хорошую игру. Дух соперничества возрастал на протяжении всего матча. Счет был ровный, но в последнем тайме гостям из столицы удалось вырвать победу у северных ребят. Со счетом 4-2 победили воспитанники спортивной школы «Марина». Церемония открытия всероссийского турнира по хоккею с шайбой началась с приветствия президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Уважаемые участники и болельщики, вас приветствует президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Уважаемые болельщики, я очень рад вас приветствовать от имени Федерации хоккея. Конечно, хотел бы сказать большое спасибо компании «Алроса», всем организаторам Кубка Владислава Третьяка, который проходит в вашем городе впервые. Конечно, хотел бы пожелать хорошего старта и нашим молодым хоккеистам показать хороший хоккей. Вы правильный выбор сделали. Хоккей – это достойная игра для мужчин. И желаю вам новых побед и успехов. После всех приветствий и напутственных слов состоялся долгожданный для болельщиков матч, в котором встретились хозяева площадки «Алмаз Алроса» и игроки «Йети» из Великого Новгорода. А вот первый опасный момент и шайба в воротах. А в воротах стоит Егор Сытных, 40-й номер. Шайба в воротах мирнинской команды. Кстати, так на пятаке никто не мешает. И спокойно так расстрелял. Волнение болельщиков, маневры игроков, хорошие атаки мирнинской команды. В зале было жарко. Как известно, хоккей – спорт суровый. На площадке обошлось не без травм. Спорт-индустрия. Вот хорошо вратарь сейчас сыграл нашей команды. Опасный момент. Как бы вратарь команды «Алмаз Алроса» не отстаивал свои ворота, все же шайбы соперника достигли своей цели. Со счетом 7-0 в пользу команды «Йети» закончился первый день. В любом игровом виде спорта есть одно правило. Играешь так, как позволяет тебе соперник. То есть, если соперник не позволил тебе забить гол, ты его не забил. То есть, иногда хорошо сыграл вратарь, иногда хорошо играл защитник. То есть, это не значит, что игрок сыграл плохо. Просто против него сыграли достаточно хорошо, и у него не было шансов забить. Команда соперника хорошо организованная, как впереди, так и в обороне.
с хорошим катанием. Много нас сегодня возили по углам, трудновато было с ними на виражах. Вот. Ну, что касается наших ребят, конечно, первый блин комом. Все-таки первый раз встречаемся с соперником такого уровня. Но будем проводить работу, проводить беседы, как психологически, так и тактически. Будем ребят наставлять на борьбу, на соперничество. Одно маленькое сражение позади, но впереди еще целая война из 5 игр. Все впереди, поговорил с ребятами, объяснил то, что не стоит зацикливаться на этом. Сегодняшний день уже позади, его не вернут. Впереди только новая борьба. Все будет зависеть от них, от их желания, от их стремления забивать голы, побеждать. Вот и все. Ничего страшного не произошло, как говорится, первый блин комом. Будем стараться, чтобы дальше получались как минимум оладьи. Несмотря на поражение, наши ребята не унывают и готовы к новым сражениям. Ведь впереди еще целый турнир, и им есть что показать.